خدت ملو هدايا وقدام خات سنديا وشمقور يرسي هذا سندين عدا ملو سمراش عبادهم كبير فده. Провести выходные весело, полезно и выгодно. Такой возможностью пользуются обладатели пушкинских карт. Ежегодно государство пополняет на них баланс на 5000 рублей. Посмотреть новые фильмы, постановки спектаклей, впечатлиться музейными экспонатами. Деньги на карте можно потратить за месяц, либо равномерно распределить их на год. Мы заинтересованы в том, чтобы разнообразить репертуар и посещение мероприятий молодыми людьми, чтобы оно было такое разнообразное, чтобы это не были только концерты или, например, только кинопоказы. Пушкинская карта может быть виртуальной и храниться в телефоне. Чтобы ее оформить, необходимо зарегистрироваться в приложении госуслуги «Культура», сделать фото и подтвердить личность. Тратить деньги на карте можно только на культурный досуг. Обналичить или пустить на покупки нельзя. У кого трудности с получением виртуальной карты, может оформить и взять ее в отделении Почта-банк. Можно прийти туда с паспортом и оформить ее в течение буквально 10 минут, 15 от силы. Театры, музеи, кино, концертные залы. С начала запуска к программе подключились 12 организаций культуры в регионе. На сегодняшний день потенциал на эмиссию пушкинских карт более 46 тысяч человек. Активными пользователями являются только 23 тысячи детей. Правда, число обладателей карт растет по сравнению с предыдущими годами. Подавляющее большинство из них оформляется при участии Минобра. Не всегда получается организовать посещение, скажем так, в эти учреждения учащихся из отдаленных районов. Вот. Хотя такая договоренность о том, чтобы организовано школьными автобусами и так далее, привозить организованные такие вот группы на премьерные, допустим, спектакли, которые не могут быть вывезены, например, в тот же Дом культуры, мы это тоже практикуем. Пока молодежь думает воспользоваться возможностью культурно просветиться за счет бюджетных средств, сумма сгорает. Виртуальные деньги действуют только в течение 1 года. Также в Минкульте отметили гибкость региональных цен на билеты и их доступность. Например, средняя стоимость одного билета на спектакль составляет в среднем от 500 до 600 рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы эта стоимость билета, например, на сегодняшний день не превышала 1000 рублей. Почему? Потому что чем ниже стоимость билета, тем больше вероятность и возможность посетить тех или иных мероприятий. Я имею в виду в количественном плане, это могут быть разные мероприятия. Федеральный проект «Пушкинская карта» инициирован Владимиром Путиным. Действует с 1 сентября 2021 года. Программа не только делает искусство более доступным для молодежи по всей России, но и экономит деньги родителей, у которых не всегда находится возможность организовать походы в кино, театры, концерты. Глава Ингушетии считает, что молодежь должна знать и пользоваться предоставленной федеральным центром возможностью. Чтобы школьники и студенты активнее подключались к программе, нужно их заинтересовать новым и интересным репертуаром. Минкульт региона совместно с Минобром ставит цель – довести показатель по выдаче карт до 100%. Диана Дударова, Магомед Дарсигов, Новости 24.